За мошенничество 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, плюс штраф 4500 рублей. Суд Октябрьского района Гродно вынес приговор жителю города Перми. Таков финал желания россиянина обогатиться. Ему пообещали хорошую оплату за несложную работу. Предложение заработать поступило в мессенджере Telegram. Нужно было поехать в Беларусь, забрать деньги и получить 2% от переданной суммы. Понимая, что работа незаконная, гражданин Российской Федерации согласился. В декабре 2025 года россиянин приехал в Гродно. В это время здесь злоумышленники запугали и убедили 12-летнего парня отдать им средства, которые принадлежали его отцу. Обвиняемый встретился с подростком, получил от него более 82 тысяч рублей. Затем курьер поехал в Минск, где должен был передать деньги неустановленному лицу. Однако на трассе М6 он был задержан сотрудниками милиции. Свою вину обвиняемый признал. С учетом позиции предоставленных стороной обвинения доказательств, суд Октябрьского района города Гродно постановил обвинительный приговор в отношении жителя Российской Федерации, которого признал виновным в завладении имущества путем обмана, мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. На основании санкций части 4 статьи 209 Уголовного кодекса назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 100 базовых величин, что составляет 4500 белорусских рублей. В соответствии с частью 1 статьи 46 прим. Уголовного кодекса Республики Беларусь применена специальная конфискация имущества. Мобильный телефон, признанный средством совершения преступления, конфискован в доход государства. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.